Здравствуйте! Прямо сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидобстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Характеризуя санитарно-эпидемиологическую обстановку в нашей республике сегодня, я бы хотела прежде всего сделать акцент на той массовой вакцинации, которая началась у нас в республике. Практически во все районы республики доставлена вакцина, и на настоящий момент, помимо медиков, учителей, мы приглашаем на вакцинирование всех жителей нашей республики. Это прежде всего связано с необходимостью, безусловно, формирования коллективного иммунитета. Иммунитета, который позволит нам противостоять вирусу для того, чтобы прежде всего сохранять в том числе наши семьи и сохранять наше население. Оценивая текущую ситуацию за последние сутки, необходимо обратить внимание, что наметилось определенное снижение и выявлено за сутки, по данным Роспотребнадзора, 128 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице республики зарегистрировано 45 случаев, в Мирнинском районе 34, в Нерюнгринском 15, в Алданском районе 14. Высокий действительно уровень вирусоносителей и заболевших у нас фиксируется в Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районе. Это связано и с количеством проживающих, и достаточно с большим территориальным размахом распространения вируса, в том числе по территориям этих районов и по количеству людей, которые там проживают. Не обходится и без нарушения режимов, которые установлены непосредственно, которые установлены указами главы Республики Саха-Якутия. Хочу обратить внимание, что на настоящий момент остаются непосредственно в качестве обязательных требований, определенных указом главы Республики. Это соблюдение самоизоляции для лиц 65 лет и старше, для лиц с хроническими заболеваниями, масочный режим, и удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что сегодня только в 8 улусах республики зарегистрировано до 4 случаев. Это, наверное, за последние 3 месяца самый низкий показатель такого районного инфицирования. За сутки мы провели 1028 исследований методом ПЦР. Продолжаем исследования непосредственно методом ИФА и ЕХА. И всего у нас обработано в целом на территории республики около 900 с лишним анализов, тестов на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что сегодня у нас привито на территории республики 8345 человек. Вакцинация продолжается. В том числе повторно уже привито 1456 человек. В основном это медики, работающие в красной зоне, и те, кто прошел по первому этапу вакцинации. Вакцинация сегодня проводится как в городе Якутске по месту жительства, так и в 23 районах республики. Но нужно обратить внимание, что среди аутсайдеров районов, которых меньше всего вакцинировалось, это районы Верхоянский и Кобяйский. Можно, конечно, понять жителей районов Верхоянского и Кобяйского. У них, особенно в Кобяйской, наименьшее количество инфицированных было за весь период самого заболевания. Но я призываю в том числе и жителей Кобяйского улуса к необходимости дальше сохранять санитарное благополучие в вашем районе и пройти вакцинацию. Это касается всех сегодня, потому что коллективные иммунитеты, они очень важны, они складываются из иммунитетов каждой семьи. Поэтому я предлагаю приходить на пункты вакцинации вместе со своими семьями, чтобы бабушки быстрее могли обнять своих внуков. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг оперативного штаба об эпидобстановке в регионе на 26 января. Сейчас переходим к выпуску новостей. В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Как проходит прививочная кампания от коронавируса в районах Якутии и сколько человек уже получили вакцину, расскажем в этом выпуске. Мирнинская команда победила в республиканской конференции «Шаг в будущее».
Фильм «Черный снег» режиссера Степана Бурнашова показали впервые в Якутске, когда состоится официальная премьера ленты. Села Акобяйского района на этой неделе получат вакцину от COVID-19. В Центральную районную больницу уже поступило 300 доз вакцины из 950 предварительно запланированных. С 22 января в районе началась вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник Ви». Вслед за работниками здравоохранения вакцину получили сотрудники правоохранительных органов и работники образовательных учреждений. Во всех населенных пунктах организованы прививочные бригады, также закуплены морозильные камеры для надлежащего хранения вакцин. А в Амгинском районе первые привившиеся получили второй компонент вакцины «Спутник Ви». Вакцинация в районе началась 4 января. Тогда прививку получили 5 работников Амгинской ЦРБ, социальной службы и администрации района. Все они чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день в общей сложности в районе получили вакцину 136 человек. Прививочная кампания началась и в Аймикунском районе. Предприятия могут подать коллективное заявление. Также жители района могут записаться на вакцинацию через своих лечащих врачей. У нас на данный момент началась вакцинация против коронавирусной инфекции. У нас план 740, но отправили 310 вакцин. Вторую поставку ждем в начале февраля. Перед вакцинацией обязательно осмотр терапевта идет, и потом заполнение анкет и информированное согласие. Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия Комдрагметалл Якутии за 2020 год и планы на 2021 рассмотрел глава региона Исен Николаев. Он отметил, что в прошлом году деятельность многопрофильного предприятия республики серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса, как в части сбыта ювелирных изделий, так и в части аренды коммерческой недвижимости. Объемы выручки, несмотря на убытки, сохранены на уровне 2019 года. В этом году Комдрагметалл Якутии ставит перед собой цель обеспечить финансовую устойчивость, выполнить годовые производительные планы, продолжить работу по расширению географии участия в выставочной деятельности на территории России и Юго-Восточной Азии. Также предприятие планирует расширить территории сбыта. Новый детский сад на 90 мест открыли в селе Петропавловск Усть-Майского района. Дошкольное учреждение построили по национальному проекту «Демография». Стоимость объекта – 180 миллионов рублей. Новое здание детского сада возведено вместо 2 старых обветшалых корпусов, построенных еще в 60-80-х годах прошлого века. В двухэтажном здании расположено 6 групп, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок, оранжерея и медицинский кабинет. На прилегающей территории прогулочные участки с верандами и игровыми площадками. В этом новом детском саду у нас будет 6 групп. Мы очень рады тому, что у нас будут теперь все возрастные группы чистого возраста. Это получается, у нас дети будут посещать детский сад с 2 месяцев до 7 лет. И значит, у нас на базе нашего детского сада организованы проектная деятельность. Значит, проект «Одаренный ребенок», проект «Шахматы детям». Мы ведем работу, и мы надеемся, что вот сейчас с введением с новым садом, с открытием нового сада, у нас будет работа уже более на высоком уровне. В Москве подвели итоги ежегодного исследования на тему «Российские вузы глазами студентов-2021». Подобная акция проводится в 6-й раз и основывается на отзывах учащихся и сотрудников различных госуниверситетов и институтов страны. Главной темой последнего исследования стало дистанционное обучение. О плюсах и минусах онлайн-подхода узнавал Максим Кардозу. За прошедший учебный год удаленка стала привычной частью вузовской жизни. Лекции и экзамены в Зуме, консультации в Скайпе, работа приемной комиссии онлайн. Понятно, что такое нововведение в начале пандемии казалось настоящей фантастикой. Подстраиваться приходилось всем. Пандемия и вот это вот дистант потребовал от всех университетов, ну, собственно, от студентов, сделать такую определенную серьезную ревизию собственных учебных планов, собственных подходов, требований к кадровому составу. То есть это действительно там с технологическим решением. Такой серьезный вызов, который, по сути дела, вот эти накатанные конструкции, которые существовали из года в год, ну, фактически заставил посмотреть и перетряхнуть.
Перетряхивать пришлось не только учебный процесс, техническую базу вузов или систему оценок. По мнению экспертов и самих студентов, сильно пострадала практическая часть. Причем речь идет не только о лабораторных работах. Пандемия поставила крест на производственной и преддипломной практике у выпускников. Многие предприятия на фоне пандемии отказали, и им пришлось, допустим, в моем случае, искать материал для диплома в интернете, а также использовать уже существующий материал прошлых лет. Я считаю это большим минусом, потому как многие студенты упускают возможность оценить все прелести профессии, на которой он учится. Но в дистанционном обучении студенты находят и плюсы. Не нужно тратить время на дорогу в университет, например. Можно сэкономить и на общежитии, ведь многие учатся прямо из дома. Во-первых, я считаю, что заниматься из дома гораздо удобнее, просто потому что знания так усваиваются лучше, и это твоя зона комфорта. Ну а во-вторых, это большая возможность побыть рядом со своими близкими, быть дома. Дистанционное обучение стало уже частью моей повседневности, и думаю, что возвращаться обратно в офлайн будет достаточно трудно. По мнению экспертов, с увеличением темпов вакцинации вузы вернутся к очному обучению. СВФУ уже объявил о готовности проводить занятия для некоторых старшекурсников в офлайн-формате с марта. Но вполне вероятно, какие-то дисциплины все равно останутся в онлайне, даже после окончания пандемии. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Мирнинская команда победила в республиканской конференции «Шаг в будущее». 43 школьника защитили научные проекты в направлении множества. Оксана Мезенцева встретилась с юными исследователями. Юный Павел Архипов, воспитанник Айхальского центра дополнительного образования, увлеченно проверяет каждую деталь робота. Чтобы им управлять, все должно работать. Информатику и робототехнику мальчик полюбил в 6 лет. Сегодня и робота собрать может, и программу для него написать, чтобы электронный товарищ знал, по какому маршруту передвигаться. Один из таких проектов оценили на республиканском уровне. Жюри конференции «Шаг в будущее» присудили Павлу диплом 3-й степени. Мне роботы еще с детства интересовали. То есть сами роботы, то, что их можно запрограммировать, и они исполняют твои команды. Илья Корнев, можно сказать, коллега Павла. Мальчик тоже занимается роботами. Такие знания, говорит, помогают в школе. Я очень часто помогаю учителям, когда они не разбираются. И в будущем я хочу пойти работать в университет по разделу программирования. Конкурс молодых исследователей в этом году прошел онлайн. Мирнинские школьники представили 39 работ в различных направлениях. Это и робототехника, иностранные языки и другие направления. Дистанционный формат позволил значительно увеличить количество участников от Мирнинского района на республиканском этапе конференции «Шаг в будущее». Ребята очень успешно защитили свои проекты. И такой высокий результат – это, конечно, совместная командная работа детей, педагогов, родителей. Это поддержка со стороны администрации образовательных организаций и экспертов. 13 призовых мест завоевали мирнинские исследователи. Еще 10 рекомендовали участвовать во всероссийских и международных конкурсах. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Новый фильм режиссера Степана Бурнашова «Черный снег» показали впервые в Якутске. Официальная премьера ленты состоится 29 января. Напомню, картина получила гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». Также «Черный снег» попал в список 15 лучших российских фильмов 2020 года. Ленту покажут не только в республике, но и в других крупных российских городах. Главную роль дальнобойщика Гошу, который возит товары в Северные Улусы, сыграл выпускник Щепкинского училища Федот Львов. Зрители пресс-показа отметили работу гримера и задали интересующие вопросы съемочной группе. Я уверена, что я хочу получить какой-то заряд уверенности в том, что наше кино сделало мощный шаг вперед, прорыв. Это самое главное. Я хочу в этом еще раз убедиться и зааплодировать. Неошаманка, участница шоу «Америка ищет таланты», певица группы «Олакс», эпатажная Зарина Копырина вновь будоражит публику. На своей страничке в соцсетях девушка поделилась новостью о съемках в американском фильме «The Deck». Известно, что это игровое инди-кино о вере человека и мистике. Как поделилась с нашим корреспондентом Зарина, съемки фильма начались еще в ноябре прошлого года. По сценарию в одном из эпизодов группа «Олакс» оказывается на музыкальном фестивале. Мир захватывает пандемия.
стране. Зарина и Андреас играют самих себя. Киноленту украсят якутские обряды, кормление духа огня, горловое пение. Певица отмечает, что фильм «Зедек» является первой попыткой внедрения элементов эзотерики и мистики в игровой фильм в Америке. По контракту я не могу все в деталях разглашать, но коротко скажу, что главная задача была по сценарию помочь потерявшейся душе главного героя приобрести свое тело. Вот. И мы ему в этом помогали. Идея мне очень понравилась, связанная с духовностью, с мистикой. В Америке здесь, как вы понимаете, люди только начинают интересоваться мистикой, эзотерикой, шаманизмом. И для меня была большая честь представить нашу культуру и наш проект. Уже третий год группа «Олакс» живет и работает в Америке, в штате Калифорния. Помимо съемок в фильме, музыканты также готовят к выпуску целую серию клипов, посвященных 5 элементам – огонь, вода, воздух, земля и эфир. И видео будут доступны к просмотру в течение этого года. Мы начали с элемента огня, духа огня, хатантемерия. Мы всегда встревожены и хотим что-то полезное привнести и помочь. И данный клип, он будет призывать людей быть осторожнее с элементом огня. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Продолжаем выпуск. Президент России Владимир Путин заявил о возможности постепенного снятия ограничений по коронавирусу. На встрече со студентами в режиме видеоконференции глава государства отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране в целом постепенно стабилизируется. Путин отметил, что он заслушал доклады об эпидситуации, по которым количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается меньше 20 тысяч за сутки. 2021 год объявлен годом здоровья в Якутии. Наша редакция продолжает знакомить вас с героями нашего времени – врачами. Лицо сегодняшнего сюжета – акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра Саргалана Павлова. Елизавета Васильева продолжит тему. Ежедневный труд и забота о матери и младенце без права на ошибку. Денно и ночно персонал отделения патологии перинатального центра республики трудится ради сохранения жизни новорожденных и женщин. Саргалана Павлова – одна из них. Она является акушером-гинекологом уже 10 лет. Эта профессия требует большой самоотдачи, постоянного самообучения, терпения и физической выносливости. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Посмотрим. Рабочий день Саргаланы начинается ранним утром. Обходит палаты, проверяет состояние здоровья будущих мамочек. По результатам анализов направляет их на операцию. Каждой молодой маме относится как к родной дочери. Прилетела на самолете, здесь меня встретили, все хорошо. Саргалана Васильевна рекомендует, конечно, операцию. Срок прошел маленький. Вопросов нет, я готова, все хорошо. Кормят вкусно, здесь очень чисто, опрятно. В отделении патологии работы пруд-пруди. В новом перинатальном центре все необходимое оборудование имеется. Поэтому медицинские манипуляции проводят без каких-либо ограничений. Нашей съемочной бригаде было интересно наблюдать биение сердечка малыша через специальное оборудование. Около 300 женщин ежемесячно рожают и лечатся в этом отделении. А врачи в день могут провести до 15 запланированных или экстренных операций. Сейчас перинатальный центр разделили на чистую карантинную зону. Саргалана трудится именно в зоне карантина. Обязательно нужна внимательность, сноровка, ум. Да? А то, что радостное, конечно, что скоро родится ребеночек, женщина станет мамой, семья станет полноценной. Да? Потом кто-то ждет у нас второго ребеночка, третьего ребеночка. Конечно, за каждую женщину радуемся. Все женщины индивидуальны, и подход к ним индивидуальный. С начала января здесь уже родили 478 женщин. Несмотря на пандемию, на ограничительные меры и карантин, жизнь продолжается. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск.
Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Авиасообщение с этими странами возобновится с 27 января. Отмечается, что гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут выехать в эти страны. В то же время, например, в МВД Финляндии сообщили, что страна не откроет свои границы для приезда туристов из России, несмотря на возобновление авиасообщения. Переходим к курсу валют. Согласно данным Центробанка, доллар 74 рубля 86 копеек, евро 91 рубль 15 копеек. Теперь к обмену валюты. Самая выгодная покупка сегодня в Солидбанке 74 рубля 95 копеек. Самая выгодная продажа в ВТБ банке 75 рублей 69 копеек. Самая выгодная покупка евро сегодня в Солидбанке 90 рублей 95 копеек, а продажа в ВТБ банке 91 рубль 99 копеек. Промышленное производство в России, по прогнозу экспертов, сохранит отрицательную динамику до второго квартала 2021 года в условиях сжатия внутреннего спроса и сохраняющейся высокой неопределенности в связи с пандемией COVID-19. Подробнее в обзоре экономических событий расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. А какие отрасли испытывают наибольший спад? Анастасия, здравствуй. Действительно, по итогам прошлого года в России зафиксирован спад промышленного производства, однако фактические показатели оказались ниже, чем прогнозируемые. Ну а что касается отраслей, то в рамках действия соглашения ОПЕК+, сильнее всего просела добыча сырой нефти и природного газа. Это обзор экономических событий. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Промышленное производство в России по итогам прошлого года снизилось на 2,9%, сообщил Росстат. Эта оценка оказалась лучше, чем прогнозировало правительство, ожидавшее в официальном прогнозе спад на 4,1%. Снижение выпуска промышленной продукции в России произошло впервые с 2009 года, когда промышленность упала на 10,7%. Первоначальные оценки фиксировали спад промышленности в 2015 году, но впоследствии показатель был пересмотрен. На отрасли промышленного производства приходится около 30% российского ВВП. Сильнее всего по итогам прошлого года на фоне действия соглашения ОПЕК+ сократилась добыча полезных ископаемых, уменьшившись на 7% в годовом выражении. Добыча сырой нефти и природного газа сократилась на 10,3%. Максимальное ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет в 2021 году составит 29 600 рублей 48 копеек. А размер минимального будет известен после его индексации 1 февраля. Сейчас оно выплачивается в сумме 6 752 рубля в месяц. В Фонде социального страхования пояснили, что сумма пособия зависит от средней заработной платы человека за последние 2 года и составляет 40% от нее. Однако она не может превышать максимальный и минимальный размеры, установленные государством. Таким образом, наибольшая выплата полагается тем, чья средняя зарплата в 2019 и 2020 году была не менее 73 тысяч рублей. Оформить пособие может один из родителей, либо бабушка с дедушкой, которые теперь также имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком. Причем находиться в нем члены семьи могут и по очереди, например, по полгода каждый. В случае рождения двойни и более детей взять отпуск при желании могут сразу 2 человека. Дополнительных мер по ограничению цен на продукты питания в настоящий момент в Минсельхозе не прорабатывается, сообщили в ведомстве. Там полагают, что для выравнивания ценовой ситуации достаточно того комплекса мероприятий, которые уже предприняло правительство. Ранее Счетная палата подвела первые итоги введения механизма сдерживания цен на сахар, подсолнечное масло и другие товары. По мнению аудиторов палаты, механизм уже начал действовать. Наблюдается стабилизация либо небольшое снижение цен на отдельные продукты, например, хлеб и сахар. Однако в Счетной палате посчитали, что в этой ситуации существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары. Окончательные выводы об эффективности принятых мер можно будет сделать по итогам первого квартала 2021 года, добавили в Счетной палате.
Кабинет министров рассматривает возможность возобновления льготной программы для поддержки малого и среднего бизнеса, направленной на сохранение численности персонала. Ранее займы предоставлялись предприятиям малого и среднего бизнеса, относящимся к списку пострадавших из-за пандемии COVID-19 отраслей. Кредиты можно было направлять на выплату зарплаты работникам, а также рефинансирование либо погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного займа. Сумма задолженности тогда списывалась, если предприятия сохраняли численность сотрудников на уровне не менее 90% от количества на 1 июня 2020 года. Если же число работников сохранялось на уровне от 80 до 90%, то компании удавалось списать только половину займа. В том случае, когда указанных значений достичь не удавалось, выплачивать кредит нужно было в полном объеме и по банковской ставке. Правительство России поддержало законопроект о так называемой гаражной амнистии, внеся в него несколько предложений. В частности, предлагается разрешать местным и региональным властям заниматься комплексным кадастровым учетом. Также в проект предложено внести норму о возможности приобретения в собственность земельных участков общего пользования. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если участок был предоставлен гражданину организации или органам власти, либо если гараж или участок распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. К этому часу у меня пока все новости. Анастасия, я передаю слово тебе. Иван, большое спасибо. Это были новости экономики с Иваном Лазаренко, а далее мировые новости. Израиль с вечера понедельника и до конца января приостанавливает авиасообщение с миром, чтобы не допустить попадания в страну нового штамма коронавируса на фоне ускоренной вакцинации населения, рассказывает Алена Островская. Израиль принял решение с вечера понедельника закрыть авиасообщение с другими странами до конца января. Цель таких мер – ограничить распространение новых штаммов коронавируса. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил это на заседании кабинета. Мы закрываем аэропорт Бен-Гурион, герметично запечатываем воздушные границы, за исключением редких особых случаев, чтобы предотвратить проникновение сюда новых вариантов вируса. Израиль держит уверенное первенство по вакцинации населения от COVID-19. К концу января прививки получила почти половина страны. В воскресенье власти еще больше расширили возрастные категории, которые имеют право обратиться за препаратом. Теперь в прививочные пункты смело могут идти подростки 16-18 лет. Уборщица, которая ни на кого не кричит, а только поднимает всем настроение. Такая в январе поселилась в больнице в Мюнхене и сразу очаровала своим добрым нравом как персонал, так и пациентов. Робот Франциска не просто без устали убирает коридоры, но также читает рэп, шутит и говорит о себе, рассказывает Анастасия Дмитриева. Ее зовут Франциска. Она моет полы, болтает, как прошел день, поет песни или рассказывает анекдоты. Она работает в больнице в Мюнхене, где подбадривает персонал и пациентов, которые разговаривают с ней или гладят по голове, потому что Франциска не только уборщица, но и интерактивный робот. У меня был очень продуктивный день. Я хорошо справилась со всеми задачами, а сейчас собираюсь кое-что прибрать. Робот с голубыми глазами весит 200 килограммов и стоит 43 тысячи евро. Он может мыть полы около 10 часов подряд, прежде чем ему понадобится 2-часовая зарядка аккумулятора. Устройство использует менее литра воды в час, в то время как обычная машина для уборки требует до 50 литров. Извините, но вы мне мешаете. Не могли бы вы немного подвинуться, чтобы я могла пройти мимо? Почему ты не двигаешься? Мне срочно нужно заняться уборкой. Для клининговой службы Констанции Ретлер покупка робота Франциски означает экономию времени. Пока Франция ездит по зданию и моет полы, у наших сотрудников остается больше времени на дезинфекцию поверхностей. Франция очень помогает. В настоящее время робот все еще находится в стадии тестирования, но Таня Захер, начальник отдела уборки и обслуживания в больнице Нойперлах, уже уверена в таланте робота, который получает команды со смартфона. Особенно во времена коронавируса, когда многие коллеги болеют или находятся на карантине, Франция оказывается просто незаменимой, и не только для уборки больничных коридоров.
Главный аспект заключается в том, что персонал и пациенты положительно реагируют на Франции. Иногда бывают забавные ситуации, и я думаю, что она просто поднимает настроение многим людям здесь. Крупнейшая клиника Европы Шарите в Берлине также уже заказала одного из роботов-уборщиков, который в 2020 году получил инновационную награду на онлайн-ярмарке технологий уборки и гигиены «Интерклин Амстердам». Более 4 миллионов просмотров на YouTube набрало видео с детенышем панды из южнокорейского зоопарка. Клип снял смотритель питомника Эверленд и выложил в декабре. Подробности смотрите в следующем сюжете. Видео с детенышем панды из южнокорейского зоопарка бьет рекорды по просмотрам. Ролик, где медвежонок цепляется за ногу смотрителя, чешет живот, сладко спит и падает с дерева, посмотрели на YouTube более 4 миллионов человек. Под постом про 6-месячного Фубао пользователи оставили более 7 тысяч комментариев с тех пор, как в декабре зоопарк Эверленд опубликовал этот клип. Фубао – первый детеныш китайской гигантской панды, родившийся в Южной Корее. Он официально дебютировал на публике 4 января. Однако в ноябре прошлого года зверек уже появился в эпизоде реалити-шоу с кей-поп-группой Blackpink. Правда, тогда видео собрало больше негативных отзывов, особенно от китайской аудитории. Девушек раскритиковали за неосторожное отношение с маленьким животным. Правила гласят, что к пандам нельзя прикасаться, если на лицо нанесена косметика или у человека есть домашние питомцы. Певицы нарушили оба пункта. Родители детеныша панды, 7-летняя самка Айбао и 8-летний самец Либао, прибыли в зоопарк города Юньин в 2016 году из китайской провинции Сычуань, где обитают гигантские панды. Это был обмен в рамках панд-дипломатии. По итогам 2020 года в Якутии на 4% сократились преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Эти цифры на коллегии МВД Якутии озвучил глава ведомства Владимир Прокопенко. Он отметил, что снизить пьяную преступность удалось благодаря своевременному контролю за реализацией алкогольной продукции. Так, по итогам 2020 года изъято из оборота порядка 100 тысяч литров контрафактного алкоголя, заметная доля которого приходится на северные районы. Глава ведомства поставил задачу перед руководителями территориальных органов МВД усилить меры контроля в этом направлении. Говорили и о новом законе о медицинских вытрезвителях. Мы эту инициативу всегда поддерживали, потому что часть наших сотрудников, они работали, когда были медицинские медвытрезвители, но в связи с переходом в полицию изменились функции, и мы этой работой мы занимались, доставляли, но доставляли в медицинские учреждения. Вытрезвители, они нужны, особенно в наших суровых условиях, потому что мы понимаем, что не будет совершено преступление к этой категории лиц, и ими не будут тоже совершены преступления. Но федеральный закон уже определит на субъекты, кто будет содержать, и функции по работе с ними непосредственно. А на нас будет возложена эта доставка данной категории лиц. Далее мой коллега Юрий Осипов расскажет о происшествиях в Якутии и за ее пределами. Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в якутском селе Качекацы Хангаласского района Якутии. По сообщению пресс-службы МЧС по региону, пострадавший мужчина 1938 года рождения. Пожарное подразделение прибыло на место происшествия через 2 минуты. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 56 квадратных метров. На ликвидацию пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы техники. На данный момент устанавливаются причины пожара, виновное лицо и ущерб. Полицейские выявили факт подделки водительских прав в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Нарушение обнаружено инспекторами ГИБДД совместно с участковым полицией в ходе проверки документов. 34-летний водитель предоставил полицейским подложное водительское удостоверение. Он сообщил, что приобрел его через третьих лиц. Как выяснилось, подозреваемый трижды судим за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. На этот раз в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков». Им грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
За использование заведомо подложного документа в отношении мужчины может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо арест на срок до 6 месяцев. Якутянин, по вине которого сгорело 37 гектаров леса, предстанет перед судом. По информации прокуратуры Якутии, суд рассмотрит дело в отношении жителя Алекминского района республики, из-за которого возник крупный лесной пожар. По версии следствия, 24 августа 48-летний обвиняемый во время сбора ягод в нескольких километрах от села Нерюктяинск-2 бросил непотушенные окурки сигарет на сухую лесную подстилку. В результате возник и развился лесной пожар с уничтожением насаждений на общей площади 37,5 гектаров. Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба». В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Также подан иск о взыскании с обвиняемого суммы нанесенного ущерба. Житель Якутска подозревается в мошенничестве. Как сообщает МВД России по Якутии, в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель, который сообщил, что разместил в интернете объявление о сдаче в аренду игровой приставки. К нему обратился неизвестный молодой человек и, заплатив арендную плату за 2 суток, забрал технику. Но в указанное время он приставку не вернул и перестал выходить на связь. Сумма материального ущерба составила около 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний мужчина. По словам подозреваемого, игровую приставку он сдал в ломбард. За мошенничество в его отношении возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Житель Сунтарского района обвиняется в мошенничестве при получении пособия по безработице. Об этом сообщает прокуратура региона. По материалам проверки прокуратуры Сунтарского района возбуждено уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. Он в июне прошлого года обратился в Центр занятости населения о признании его безработным и выплате пособия по безработице. При этом укрыл факт того, что он с 2013 года является учредителем коммерческой организации, а также его финансовым директором. За период 3 месяцев он необоснованно получил более 50 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. Якутянину условное осуждение заменили на реальное лишение свободы за неисполнение возложенных судом обязанностей. По информации прокуратуры Якутии, в Мирном мужчина, условно осужденный за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба к 2,5 годам, допустил нарушение порядка и условий отбывания наказания. Так, в период испытательного срока он намеренно скрывался от контроля, не являлся в установленные сроки в уголовно-исполнительную инспекцию, неоднократно привлекался к административной ответственности и злоупотреблял спиртными напитками. В этой связи назначенное ему условное осуждение отменено. Он взят под стражу в зале суда для исполнения наказания в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Якутянина осудили на 17 лет за убийство с особой жестокостью. По информации Следкома по Якутии, вечером 29 марта прошлого года в квартире в микрорайоне Марха мужчина распивал спиртные напитки. В ходе застолья между ним и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, и он избил потерпевшую. По данным экспертного исследования, женщина получила около 100 ударов кулаками и деревянной скалкой. Подсудимый также причинил ожоги, прикладывая к ее телу раскаленный утюг. От полученных ран женщина умерла на месте происшествия. Увидев последствия своих преступных действий, мужчина отправился к родственникам и рассказал о произошедшем. Суд приговорил его к 17 годам в исправительной колонии строгого режима. Сообщила в субботу об аресте одного из самых разыскиваемых преступников в мире, предполагаемого главаря азиатского наркокартеля, известного под названиями «Компания» или «Самгор», что в переводе с кантонского означает «брат номер 3». Цэ Чи Лоп, уроженец Китая и гражданин Канады, был задержан в пятницу в аэропорту Амстердама по запросу австралийских властей, уже несколько лет расследующих деятельность преступного синдиката. По информации нидерландских властей, арест прошел без инцидентов. В ближайшее время Цэ Чи Лоп, который в последние годы проживал в Гонконге, Макао и на Тайване, предстанет перед судом, который рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Австралию. Сам задержанный пока никаких комментариев о своем аресте не давал. По данным австралийской полиции, возглавляемый им наркокартель, один из крупнейших в азиатском регионе, занимается оборотом запрещенных веществ на сумму более 70 миллиардов долларов в год. Власти сравнивают Цэ Чи Лопа с такими известными наркобаронами, как Хоакин Эль Чапо Гусман и Пабло Эскобар. Сегодня
Сегодня Академия наук Республики проведет презентацию новой уникальной палеонтологической находки шерстистого носорога, предварительный возраст которого 20-50 тысяч лет. Находка была сделана в августе прошлого года на правом притоке реки Индигирки в Абыйском районе. Сегодня мы обязательно расскажем вам про эту находку. Сейчас рядом со мной мой коллега Дмитрий Тымыров. Дима, мы тебя приветствуем. Расскажи, напомни нашим телезрителям вообще об уникальных находках в нашем регионе. Да, действительно, на территории нашего региона палеонтологи находили и других видов животных. Это не только носороги, не только мамонты. Так я собрал небольшую такую информацию, о которых мы освещали у нас в средствах массовой информации и в наших новостных выпусках. Тут я хочу отметить, что в 2015 году в Абыйском районе наши ученые нашли тушу двух маленьких львят, которые вы сейчас можете увидеть перед своими экранами. Эта находка была найдена в Абыйском районе на притоке реки Индигирка, и уже два года позже, в 2017 году, был найден еще один львенок вблизи реки Терехтях местными жителями. И, как говорят ученые, вот эти вот находки, они говорят из одного потомства. Далее, в 2018 году в Абыйском же районе нашли голову волка размером около 40 сантиметров. И данный экспонат тоже, можно так сказать, хорошо сохранился и является уникальным артефактом для наших ученых. И тут я также нашел информацию, что в 2018 году в Верхоянском районе в местности Юниген нашли скелеты мамонта, сохранившимися мягкими тканями и шерстью. Это тоже, по сути, уникальный экспонат для ученых, потому что здесь есть мягкие ткани и шерсть. То есть ранее таких экспонатов наши ученые не находили. Ну и можно сказать тут тоже то, что наши ученые также находили останки древних лошадей и носорогов. Вот как раз-таки давай более подробно поговорим с тобой о шерстистых носорогах. Вообще, сколько раз нашим ученым удавалось находить этот вид? Ну, вообще, носорог как бы находили и в других частях мира, страны, можно так сказать. А вообще, самый уникальный объект нашли в начале 20 века, в 1907 году. Это уже на территории Западной Украины. В последующем такие находки у нас находили и отмечались в сибирской части нашей страны. Ну, в основном эти объекты, они находили на территории нашего региона. Здесь вот я тоже собрал небольшую информацию. Так, были находки фрагментов туш носорога в Вилюйске, но сохранить их полностью не удалось, так как смыло водой. И позже уже на реке, тоже вот в Вилюйском районе, на реке Халбуя, это нашли голову шерстистого носорога в хорошей сохранности. Все эти экспонаты сегодня находятся на сохранении в Санкт-Петербурге. Ну и далее находки шерстистого носорога отмечали в Чурапчинском улусе, который сейчас находится в сохранении в Якутском научном центре. И вот в начале 2000-х, если я не ошибаюсь, в 2007 или 2006 году нашли останки взрослого носорога на Колыме. Так его назвали, колымский носорог на Золотом прииске возле реки Малая Филиппова. Это была хорошая сохранившая туша шерстистого носорога, где имелись рога и голова. А также рядом с этой находкой нашли останки других животных, ну то есть носорога, да, то там не полностью туша получается, а передняя нога и хвост. Также вот этот объект, можно сказать, произвел большой фурор среди научного сообщества. И сюда, конечно, съехались многие ученые, можно так сказать. Ну, вообще, Дима, давай, чтобы нашим телезрителям было понятно и интересно, поговорим о том, каких размеров был этот носорог, вес, рост, пол. Я думаю, что это будет очень интересно. Да, ну тут уже ученые по истечении времени, уже прошло, можно сказать, больше 10 лет, ученые сразу уже определили пол этого носорога. Так, по словам ученых, колымский шерстистый носорог была самкой при жизни, высоту в холке имела где-то 1,5 сантиметра, а в длину туловища от носа до кончика хвоста имела где-то 3,5 метра. При жизни животное весило примерно 1,5 тонны, а когда его нашли, вес этого артефакта достигал 750 килограммов. Данный экспонат жил 39 лет тому назад. Ну и после последней находки, то есть до 2020 года, наши ученые в 2015 году нашли тушу детеныша шерстистого носорога тоже в Абыйском районе. А какую информацию ты успел найти уже про эту находку?
Ну, про 2020 год, да, вот про прошлогоднюю находку я могу сказать то, что данный артефакт, можно сказать, уникальным, потому что сохранность этого объекта, экспоната, составляет 80%. То есть ранее наши ученые не находили такой экспонат. Даже ученые не из России, которые Да, вот именно наши ученые нашли именно вот сохранность этого объекта на 80%. Так, по словам ученых, объект сохранился в первозданном виде. Имеется шкура, шерсть и даже жировой покров, который ранее в других объектах мамонтовой фауны они не находили. А биологический возраст этого экспоната составляет 3-4 года от роду. По словам ученых, пол носорога пока еще не определена, и предстоит большая работа по изучению этого артефакта. Возраст этого носорога, вот, которого мы сейчас нашли, он как бы продолжает цепочку онтогенеза этого животного. То есть мы нашли, если у нас черепа очень маленьких носорогов, есть туша, ну, половина туши рожденного носорога, вот это Саша, да. Сейчас у нас есть уже 3-4 годовалый носорог, то есть уже идет как бы рост этого животного как вида. Есть еще взрослый колымский, чурапчинский носорог, есть старунь, там тоже взрослые носороги. У нас выстраивается целая цепочка вот, антогенеза, антогенетических изменений вот этого вида. И это очень интересно. Тем более мы будем изучать внутренности этого животного. Во внутренностях есть, да, сохранить, допустим, экскременты, какая-то в зубах застряли какие-то травы. Мы их будем анализировать, сравнивать, какие травы там есть и какой климат был. И уже идет реконструкция климата. В то время, когда он жил, какой климат был. И от этого выходим уже на палеоэкологию. Потом будем изучать на паразитологии, то есть у него могут быть внутри, как и на шерсти, мы можем найти каких-то паразитов там в ушах. Это уже энтомология идет. Ну, в общем, там комплекс, очень большой комплекс исследований можно сделать, и очень много информации можно выудить из одного такого носорога. Ну, а я, в свою очередь, постараюсь, вот сегодня в 3 часа будет и презентация данного объекта, я постараюсь узнать более важные факты, интересные факты для наших телезрителей, и мы будем освещать в вечерних выпусках новостей. Дима, большое спасибо. Не сомневаюсь, что это будет очень интересно. Большое спасибо еще раз. Я напомню, в студии был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Мы продолжаем выпуск. В Чурапче собака вмерзла в лед, но неравнодушные жители спасли ее. Это видео облетело весь интернет. Сегодня наша съемочная группа встретилась с теми, кто помог четвероногому другу. Сейчас состояние собаки удовлетворительное, одна нога опухла, ветеринарную помощь пока не оказали. Если хозяин собаки не найдется, то работница пищеблога районной больницы планирует забрать животное к себе. Там темно вообще было. И на телефон фонарь включили, и сразу видеозапись. Там уже прилипший к льду собак лежал, уже 4 лапы, все замерзшие. Вот живой был. Ну, начали там отковырять. Ну, вытащили, нашли там оттуда одежду, там как сделали насылку и занесли в теплое из помещения, ну, водоузел там насосным. И там кто-то принес, ну, кто-то из пищеблока принес еду, и мы из дома принесли тоже еду, там покормили. Там лежал, я не ел, а за ночь он покушал все, и утром тоже принесли еду. Встал на ноги, одна нога опухла, вроде нормально стало. Одна коллега, конечно, если хозяина не найдут, ну, себе возьму, сказала. Да. Сетифермерство – уникальное направление в сельском хозяйстве, которое только набирает популярность среди якутских предпринимателей. Среди них Наталья Мир, которая начала популяризировать этот вид деятельности. Занимается выращиванием молодой свежей зелени Наталья около года. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Она на прямой связи со студией. Ульяна, привет, и тебе слово.
Все добрый день. Мы сейчас находимся в гостях на Сити-ферме. Это вот специальная такая квартира, где, можно сказать, главным человеком является молодой предприниматель Наталья Мир. Выращивает она молодую зелень вот в таком вот специальном тенте, гроу-тенте. Это такая вот импровизированная, можно сказать, теплица, где выдерживается специальная температура, влажность. Все это автоматически поливается, и Наталья сюда, конечно же, приходит только для того, чтобы осматривать свои растения, разговаривать с ними, пожелать им чего-нибудь там хорошего, потому что, как известно, растения у нас растут, когда с ними нужно разговаривать. Да, Наталья, это так? Да, все верно. Добрый день. Здесь у меня выращивается несколько видов микрозелени. Также есть бэби-листы, это так называемые молодые листочки, также съедобные цветы и некоторые овощи у меня тут начинают расти потихонечку. 4 вида капусты, редисы, редьки, пряно-ароматические травы и также классика микрозелени – это подсолнечник и горох. Давайте я вам дам попробовать, и вы угадаете, что это. Давайте. Ну вот если подойти, даже в маске чувствуется такой вот свежий, да, такой четкий запах зелени. Да, конечно. Ну это вот молодая зелень, я так поняла, да? Это молодая зелень. В ней содержится очень много полезных веществ, витаминов, и именно вот концентрация вкуса, всяких ароматов в ней наиболее высока, чем в взрослых растениях. И за счет этого как раз-таки ароматы эти идут. Вот. Ну вот я сейчас попробовала, отдает грибами, это, по-моему, руккола, да? Если Да, все верно. Это руккола. Давайте вы быстро угадали, я еще вам дам. Еще одну. Да, еще одну. В этих молодых росточках очень много витаминов, потому что вот именно в молодых растениях содержится фермент такой, цитокинин. Он помогает образовывать новые клетки с более толстыми стенками, которые лучше справляются со своими функциями, будь то иммунные клетки, будь то какие-то кровяные клетки. Вот. Ну вот я сейчас попробовала что-то острое. Это что, редиска? Нет, это не редиска, это горчица. Да, это горчица, да. Это особенный сорт, красная горчица. У меня ее заказывают рестораны, то есть я выращиваю для ресторанов некоторые эксклюзивные виды и также для своих подписчиков в Инстаграме. У меня есть паблик, в котором я веду свой блог про сити-фермерство, рассказываю про способы выращивания и так далее. И вот сейчас вот только-только начинаем продажи именно вот растущей зелени. То есть ранее в городе были представлены именно срезки вот микрозелени, да, а мы продаем именно растущую, за счет чего она более полезна, за счет того, что, например, человек принес ее в дом и использовал именно свежесрезанную зелень. Тогда мы, получается, насыщаем свой организм витаминами в полном объеме. То есть после срезки у растения через несколько часов уже теряется вот эта энергия жизни, да, так сказать. А именно с растущего растения, когда мы используем, срезаем листочки, то мы в полной мере в легко усваиваемой форме потребляем вот эти витамины и полезные вещества. Ну, в первую очередь, это, конечно же, витамин, ну и плюс, конечно же, это красивый дизайн, да, то есть любое растение, да, которое можно использовать в блюде, оно украсит, да, блюдо. Да, конечно, даже любое самое простое блюдо станет изысканным и похожим на ресторанное блюдо благодаря вот этим красивым листочкам, которые вы выложите так красивенько и для себя. Спасибо. Ну, я скажу, что сейчас в планах у Натальи, конечно же, расширение, увеличить все это вдвойне, втройне, ну и мы, конечно же, пожелаем молодому предпринимателю успехов в ее деятельности. Ульяна, спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина. Теперь к итогам первого полуфинала Кубка Мадун по масс-рестлингу. На помосте «Стенка на стенку» встретились команда «Амикан» из Амгинского района и спортивный клуб «Мадун». Должной интриги в противостоянии не случилось. Амгинцы взяли резвый старт с самого начала и к шестому поединку свели на нет все теоретические шансы на победу соперника. В двух последних схватках амгинцы уступили, но эти поединки уже не влияли на исход встречи в целом. Егор Баишев уступил со счетом 1-2 трехкратному чемпиону мира Павлу Черноградскому, а его отец, легендарный Анатолий Баишев, неожиданно проиграл Юрию Протопопову 0-2.
Трансляцию всех поединков смотрите каждый день с 9 часов вечера на телеканалах НБК «Саха», «Мамонт» и в YouTube-канале. Финал состоится 28 января. Российское антидопинговое агентство решило не подавать апелляцию на решение спортивного арбитражного суда по иску ВАДы. Таким образом, санкции по отношению к российскому спорту останутся в силе. Подробности нам расскажет мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. Расскажи, о каких ограничениях идет речь. Анастасия, здравствуй. Речь идет о санкциях ВАДА, которые частично поддержал спортивный арбитражный суд в середине декабря. До 2022 года российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Также им будет запрещено использовать гимн и флаг страны. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российское антидопинговое агентство не будет оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда по санкциям ВАДы. Как сообщает пресс-служба РУСАДА, такое решение было принято в интересах российских атлетов и спорта в целом. Агентство также подчеркивает, что теперь главной целью будет совместная работа с ВАДА для полного восстановления своего статуса. Вместе с этим российская сторона отметила, что она решительно не согласна с выводами суда об утверждаемых манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Напомню, согласно решению САС, российские спортсмены до середины декабря 2022 года не смогут использовать на крупных международных соревнованиях гимн и флаг страны. Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонцев. Специалист возглавлял команду с июля 2019 года. Причиной расторжения соглашения стали неудовлетворительные результаты. В текущем сезоне аристократы по итогам 19 туров занимают 9-е место в английской премьер-лиге, набрав 29 очков. Напомним, Лэмпард является бывшим игроком «Челси», в составе которого выступал с 2001 по 2014 годы. В футболке лондонцев он провел 640 матчей, в которых забил 209 голов и сделал 150 ассистов. По информации ряда СМИ, англичанина на посту главного тренера «Челси» заменит бывший рулевой французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Россиянин Александр Кокорин на днях будет представлен в качестве нового игрока итальянского футбольного клуба «Фиорентина». Вчера нападающий успешно прошел медобследование в Риме, а затем отправился во Флоренцию, где в ближайшее время подпишет контракт на 3,5 года. По данным СМИ, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Также сообщается, что футболист выбрал 91 номер. Напомним, 29-летний Кокорин ранее выступал за московский «Спартак». В текущем сезоне он провел 8 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Московский «Спартак» на своем льду одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе красно-белых шайбу забросили Дмитрий Вишневский, Артем Федоров и Максим Цыплаков. У гостей отличились Крис Уидман и Крис Терри. Спартаковцы занимают 9-е место в таблице западной конференции, набрав 52 очка. Нижегородцы идут 7-ми, имея на счету 57 пунктов. В следующем матче «Спартак» дома примет Магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» на выезде встретится с минским «Динамо». Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 3 медали на Кубке России по стрельбе из традиционного лука. Соревнования прошли в Орле. Сборная республики записала на свой счет 2 золота и 1 бронзу. В борьбе за первые места якутские лучники оказались сильнее представителей Забайкальского края. В мужском финале Балдар Балданов со счетом 7-3 выиграл у Владимира Жаргалова. А в женском дивизионе Анастасова Алексеева со счетом 6-4 победила Намжилму Дамбаеву. Бронзовую награду в копилку сборной республики принесла Нюргустана Сидорова. Якутские борцы стали обладателями 16 медалей первенства Дальневосточного федерального округа. Участие в турнире, который состоялся во Владивостоке, приняли более 100 спортсменов из 8 регионов страны. Якутяне завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Чемпионами турнира стали Дархан Игнатьев, Александр Иванов, Егор Рикунов, Данил Иванов и Эдуард Максимов. Добавим, что якутские борцы на соревнованиях завоевали 18 путевок на первенство России, которое пройдет в начале апреля в Иркутске. Семен Чердонов освобожден от должности первого заместителя министра по физической культуре и спорту Якутии. Соответствующий указ был подписан главой республики Айсеном Николаевым. Сообщается, что Чердонов сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Напомним, Семен Чердонов стал первым заместителем министра спорта Якутии в январе 2019 года. Он является заслуженным работником физической культуры и спорта, отличником образования и отличником физической культуры и спорта республики.
Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Анастасия, тебе слово. Власий, большое спасибо. С новостями спорта нас ознакомил Власий Сергеев. Мы продолжаем. Теперь о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 39, пасмурно и без осадков. Ночью немного похолодает, синоптики обещают минус 40. Минус 43 сейчас в Ленске, облачно с прояснениями, ночью до минус 45. Ветер слабый, 1 метр в секунду. В Мирном сегодня заметно похолодает. Ночью столбик термометра опустится до минус 47 градусов. Сейчас минус 42 и туман. На юге Якутии в Нерюнгри сейчас облачно, минус 33. К вечеру синоптики обещают снег, ветер 2 метра в секунду. Холоднее всего сейчас в Якутске, минус 50, туман, ветер 1 метр в секунду. Без осадков к вечеру станет еще холоднее, минус 52. Подробнее о том, какая погода установилась в Ленске, расскажет наш корреспондент Анна Кожевникова. Анна на прямой связи со студией. Анна, приветствую, ждем подробностей. Якутск, в Ленске, как и в республике, установлены рекордно низкие температуры. Термометр минус 56 градусов. Таких холодов, подготовляющая столица Якутии, не наблюдала уже лет 15. В школах на этой неделе объявлены активные дни для учеников с 1 по 5 классы. А вот детские сады принимают детей в обычном режиме. Но не все родители спешат выводить малышей на улицу, так как общественный транспорт в лучшие времена ходит с интервалом 30 минут. Сегодня же ожидание автобусов на холодных остановках невозможно. Таксопарки не справляются с объемами пассажироперевозок. Ожидание такси от часа до 1,5. Но самое главное, что основные объекты жизнеобеспечения подготовились к морозам заранее. Перебоев со светом, теплом, водой не наблюдается. Холода добрались и до самых южных пунктов Ленского района. В одном из старейших поселков была зарегистрирована самая низкая температура. Глава Витима Виктор Ни расскажет, как обстоят дела на территории его муниципального образования. Низкие температуры в Витиме начались с середины декабря. Ниже минус 40 до минус 50 градусов. Все объекты жизнеобеспечения, котельные, работают в штатном режиме. Население вовремя обеспечивается водой. Транспорт, автобусы ходят регулярно. Хочется отметить слаженную работу коллектива ЖКХ «Витим», возглавляемые директором Грицуновым Андреем Васильевичем. На связи был глава муниципального образования поселка Витим Виктор Ни. У меня на этом вся информация. Передаю слово коллегам. Анна, большое спасибо. Надеемся, что в ближайшее время потеплеет, все наладится. Напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Анна Кожевникова. Крепкие морозы уже больше недели продолжаются и в Мирнинском районе. Около 2 недель автопутешественник из Севастополя пережидает мороз в городе Мирном. Подробнее о погоде и путешественнике расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. Она также на прямой связи со студией. Марфирина, тебе слово. Добрый день, Анастасия. Мирный всегда отличался щадящей зимой по меркам Якутии. К примеру, если взять этот же день, в предыдущие 5 лет температура не опускалась ниже минус 25 градусов. Этот год исключения, сегодня минус 46. Таких продолжительных морозов горожане еще не встречали. Накануне температура воздуха опустилась ниже минус 50 градусов. Из-за таких небывалых морозов в Мирный вынужден остановился автопутешественник из Севастополя Вячеслав Черемискин, инициатор проекта «Россия. Наш общий дом». Идея путешественника соорудить мемориал, который объединит всех жителей России. Сейчас мы пообщаемся с Вячеславом и узнаем подробности, идею проекта и что же послужило такой длительной остановке в Мирном. Вячеслав, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вашу идею кратко, да? И сколько вы здесь уже в Мирном, что послужило вот такой остановкой, поломкой или что-то другое? Идея состоит в том, что впервые в истории страны, то есть ни при царях, ни при коммунистах, не делали, значит, ни одного монумента, посвященного всей России, который бы объединял всю Россию, всех жителей России. Вот. И, на мой взгляд, этот монумент, он должен выглядеть таким образом. Там ничего выборочного нет. Мы взяли карту России, какая она есть, в виде таких пазлов. И каждый этот пазл на 12 такой карте, большой объемный, значит, засыпали своей родной землей. Якутский пазл.
самый большой, кстати, вообще на планете и в России. Значит, засыпали Якутской землей. Магаданской, Красноярск, ну и так далее, и так далее. Потом, что как-то объединить еще, мы взяли по 3 килограмма, со всех 80 перемешали и посадим дерево. Дерево единство, да, осязаемое, молекулярно это дерево будет нашу родину, откуда бы мы не были с Россией, да. Вот. Потом флаги на небольшом удалении. И вот это место, значит, карта России, имеется в виду, и дерево, закольцовывается, значит, 85 щитами, значит, гербы регионов, это защита, ну, защита, круг защиты, так называемый. Вот. И получается, что на небольшом удалении флаги, и это место уникально для празднования Дня Победы, Дня России, Дня Единства в любом регионе нашей страны, потому что точные копии в перспективе появятся. Вот. Скажите, пожалуйста, сколько регионов вы уже проехали, сколько вам еще осталось, и что послужит вашей точкой, то есть как поедете обратно? Значит, я проехал на сегодняшний момент 82 региона, мне осталось 3 региона: Чукотку, Камчатку и Калининград. Вот Чукотку, Камчатку я сейчас еду, и вот здесь, в славном городе Мирный, значит, после автозимника очень тяжелого, это Усть-Кут Мирный, значит, морозы стукнули, вот я поправлю, тут меньше 50 по ночам не опускается, вот, и получается, что холодно, машина не едет просто, и она на морозе, час езды, все, она замерзает, там датчики, электроника, вот, сейчас здесь хотя бы 40 жду, 40 сейчас как весны жду, вот 40 градусов, вот, проеду до Чукотки, уверен, нормально все будет, хорошо. Хорошо, спасибо. Но мы все Якутии пожелаем вам удачного пути и потепления, конечно же. А я передаю слово нашей студии. Марфирина Алексеева была с нами на связи. Сейчас мы перемещаемся на юг Якутии, в Нерюнгре. С нами на прямой связи со студией Ирина Кичигина, наш корреспондент. Она также готова рассказать о том, какая погода установилась в Нерюнгре. Ирина, приветствую, тебе слово. Здравствуйте, Анастасия. Несмотря на то, что Нерюнгри является южной частью Якутии, в этом году морозы стоят с отклонением от нормы до 11-12 градусов. За прошлые 2 недели температура ниже 40 градусов опускалась 9 дней, а самая низкая температура минус 48 градусов зафиксирована на прошлой неделе. Здесь следует отметить, что в разных районах города температура немного разная, потому что есть кварталы, которые находятся в низине, и там температура немного ниже. Этот вопрос особенно волнует родителей школьников, ведь именно им предстоит принять решение, отправлять ребенка в школу или нет. У нас актированные дни были объявлены всего на пару дней во всех школах с 1 по 4 классы. И в одной школе, номер 2, которая стоит как раз-таки в низине, не учились 1 день ученики 1-11 классов. Если говорить о поселках, то там температура немного ниже. Сейчас со мной мама 2 детей из Беркакита. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, как у вас обстоят дела с понижением температуры и с обучением детей. Здравствуйте, меня зовут Анна Тарасова, я жительница поселка Беркакит, работаю в городе Нерюнгри. И действительно, у нас в поселке температура значительно ниже, опускалась до минус 50 градусов, поэтому у нас были объявлены актированные дни. У меня дети-школьники 1 и 7 класс. Мы сидели дома, но сегодня потепление, поэтому мы сегодня дружно пошли в школу после таких морозов. Спасибо, Анна. А мне хочется добавить, что Нерюнгри, ко всему прочему, стоит на высокогорье, и у нас часто бывают ветра. И, например, температура минус 39 с небольшим ветром может ощущаться холоднее, чем если была 45, но без ветра. Можно посмотреть температуру на термометрах у себя дома или в интернете, или, опять же, есть специально установленные табло на некоторых зданиях. Поэтому родители иногда теряются. Все-таки температура бывает разная, показания температуры. За разъяснением этого вопроса мы обратились к начальнику управления образования Ольге Вициной. Чтобы определить, какова температура наружного воздуха, необходимо руководителям образовательных учреждений обратиться на сайт интернета Яндекс, и там температура воздуха у нас показана. Но есть ребята, чьи родители не могут оставить одних. Они могут привести ребят в школу, и школа обязана начать с ними образовательный процесс. А сегодня у нас небольшое потепление, с утра идет снежок. На этом у меня все. Ирина, большое спасибо. Ну что ж, могу пожелать вам только одеваться теплее, берегите себя и, конечно, наших школьников. На прямой связи со студией была Ирина Кичигина.
На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски и перчатки и соблюдайте социальную дистанцию.